а поки настав час для гостей у нашій студії. Я залюбки передаю слово Вадиму. Вадимчику, тобі слово. Доброе утро. У нас действительно гости. Давайте я вас с ними познакомлю. В гостях у нас сегодня Анастасия Синепольская. Вот с таким вот каким-то желтым чудом, с которым она познакомит нас чуть-чуть позже. А также представляю вашему вниманию человека с именем, которое я встречал только в учебнике по истории. Дарий его зовут. Дарий Сольский. Это организатор фестиваля Decoded, правильно я говорю, да? Ребят, я знаю, что этот фестиваль уже 5-й фестиваль, да? В этом году он пройдет снова. Расскажите, что интересного, его какие-то особенности этого года? Хочется сказать, что фестиваль, может быть, уже и 5-й год проводится, но мы впервые сами, как организаторы, видим его в таком виде вот в этом году именно. Потому что фестиваль раньше, то есть сам формат фестиваля, это нон-стоп действие, полностью 3 суток, 72 часа приезжают участники, и вот ровно 3 суток они находятся вместе с нами, все вместе. А в этом году до фестиваля нам как бы мало 3 суток. Что можно показать людям за 3 суток? Мы решили сделать это дольше, сделать это интереснее, поэтому некоторые конкурсы у нас теперь будут, они уже проходят, они проходят еще с августа, некоторые проходят с февраля, с марта, и все конкурсы, итоги будут подводиться на этом фестивале. Соответственно, на фестиваль мы привезем итоги, подарки, шоу и все самое интересное. И будут также конкурсы, которые непосредственно на фестивале будут проводиться для зрителей. Дарья, Настя, говорят, что у вас там будет какое-то неимоверное азотное шоу. Мне сразу становится страшно, потому что все, что я помню из шоу, связанных с азотом, это «Терминатор», когда там жидкого терминатора, да, в азоте как-то там замораживают, и он рассыпается. Нечто подобное будет со зрителями, которые будут присутствовать на фестивале? Ну, замораживать тела мы не будем, конечно же. Есть такие ребята, оверклокеры, которые разгоняют железо, ну, то есть внутренности компьютера с помощью жидкого азота. Что разгоняют? Железо. Железо? Компьютер, процессоры. Ну, продолжайте. У них есть специальное оборудование, и туда они заливают жидкий азот, и за счет этого производительность компьютера увеличивается. Ребята ставят мировые рекорды. Мы можем сейчас, да, обратиться к нашим телезрителям и сказать, что в домашних условиях не нужно этого делать, да? Не пейте сейчас, азот представляете, побежит дома. народ азотом заправлять свои компьютеры и ноутбуки. Жидкий азот так немного сложно купить. Кроме того, что они пытаются поставить мировые рекорды, они еще устраивают шоу, замораживают. Мы пробовали носки даже замораживать, шарики, поливали руки. То есть это очень выглядит эффектно, когда пары азота по всему залу. Ну, короче, я понял. Это все надо смотреть. Ребят, приходите, посмотрите сами, что там ребята вытворяют с азотом, как они разгоняют свои компьютеры. Да, кстати, это будет 6-8 мая вот в Дворце искусств во Львове в эту пятницу, субботу, воскресенье. Мы ждем вас. Да. Ну, давайте теперь знакомиться с вашим желтым другом. Да, я хотела сказать, что айтишники... У Битлз была подводная лодка, у вас желтый автомобиль. Айтишники, специфические люди, правильно? У нас свои домашние любимцы. Это наша карманная домашняя машинка. Как-то зовут ее? Вот, G-Tracer. Хорошо. Вот все с марочкой Decoded, с нашим фестивалем. Вот. Я хочу сказать, что направление робототехники впервые в этом году будет затронуто на фестивале Decoded. И мало одного конкурса, сразу 3 хотим конкурса. Вот первый из конкурсов будет ралли на вот таких вот машинках. В этом ралли участвуют даже школьники. То есть ребята сами делают машинки полностью автономно управляемые. То есть машинка объезжает препятствия. Если бы удалось, мы потом позже, может быть, показали. То есть она сама управляет себя, и она ездит по трассе и ездит на перегонки с другими машинками. Вот, второй конкурс будет... Она радиоуправляемая? Нет, вот, все, вот одна кнопочка. Все, она поехала. И она, да, уехала сама, куда хочет. А как же еще найти потом? Искать, она желтая. Делаем следующую машину, вот так и живем. Да, вот так вот. Следующий конкурс, к нам приедут роботы-футболисты. То есть задумайтесь, может быть, футболисты не настоящие у нас играют в «Динамо», в Киевском, да. Будут роботы-футболисты, может, будут играть... наш футбол наконец-то? На ту Возможно. Самую интересно, Пора кто купит выходить. такую команду? Ах? Пока их только 2, вратарь и нападающий, А я думаю, конечно. что достаточно. Если они будут Вполне, играть... они выиграют. Да, то... Мы готовимся к Евро-2012. Отлично. Ну все, тогда Евро-2012 в надежных руках, ребят. Мне это очень нравится. Роботы-футболисты, роботы-гитаристы, да, я такое слышал. Роботы-футболисты впервые. Слушайте, вы молодые ребята. Вместо того, чтобы пойти на дискотеку, там, я не знаю, вы, я так представляю себе, сидите, там такие заучки, паяете эту машину, там, азот заправляете в компьютеры. Вот так вот, да? Мы хотим сказать, что девиз нашего фестиваля, между прочим, почему заучки? Девиз нашего фестиваля «Выходь в офлайн». То есть все люди сидят сейчас и общаются с собственным монитором, экраном. Ну, то есть просто с компьютером. Пора людям, наконец-то, выйти в офф, что называется. Вот. Собраться вместе. Так. 2000 участников, это не шутка. Не шутка. Это уже больше, чем дискотека. И это найти уже машинку. больше, чем, да, найти машинку. Погоняться Хороший, там кстати, с роботами, посмотреть на азотное шоу, поучаствовать в профессиональных конкурсах. Я думаю, что каждый найдет по своему вкусу и конкурс, и шоу, и подарки.
кроме того, там не только, кроме того, не только семинары и всякие серьезные конкурсы, еще есть развлечения, без которых 72 часа выдержать сложно было бы. Поэтому... Ребят, я вам очень благодарен, что вы вообще пришли к нам в студию, что вы есть, что вы ставите такие перед собой замечательные цели, но и то, что вы их достигаете тоже, это большое-большое, еще раз, взирается для наследования. А мы передаем слово нашим девчонкам, которые подхватывают, и мы говорим вам спасибо большое, до свидания. И